С нами пока подключаются, да, коллеги. Очень рады, что у нас присутствуют коллеги очно. Нашел время, коллеги с Кавкара, мы им безумно рады. И как нам обещают, что такие очные форматы должны стать более частыми. Да. Наша встреча сегодня посвящена итогам государственной итоговой аттестации по обществознанию в 2022 году. Ну и, наверное, главная часть – это проанализировать основные типичные ошибки и посмотреть, каким образом результаты государственной итоговой аттестации у нас были учтены при составлении новых вариантов КИМ по ОГЭ и по ЕГЭ по обществознанию. Да? Позвольте представиться, меня зовут Иван Владимирович Кремер, я учитель истории обществознания гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина, и в 2022 году являлся председателем республиканской предметной комиссии по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию. Поэтому, наверное, не случайно небольшой анализ и прицел на те изменения, которые нас ждут в этом году, прозвучат, наверное, от меня. Будем начинать, коллеги. Понятно, что первый вопрос – это основной государственный экзамен по обществознанию. Насколько мы понимаем, что ситуация с ОГЭ нас, наверное, как учителей истории обществознания будет в большей степени волновать, интересовать, потому что на сегодняшний момент мы фиксируем тот факт, что часть выпускников прошлого учебного года не справилась с основным государственным экзаменом по обществознанию. Мы видим, да, и должны для себя проанализировать, где нам стоит поработать, чтобы в дополнительные сентябрьские сроки мы смогли максимально подготовить и сделать так, чтобы эти учащиеся успешно справились и смогли получить аттестат об основном общем образовании. Мы видим с вами, что структура экзамена, которая была представлена в предыдущем учебном году, в текущем учебном году, не изменилась. То есть те же самые задания, те же самые умения, предметные, метапредметные умения у нас с вами остались. Мы можем все необходимые материалы для успешной подготовки, я говорю сейчас о демо-версии, о кодификаторе, о спецификаторе, скачать их, проанализировать, изучить на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Ссылка вам представлена. Я думаю, что для нас это основной источник информации, откуда мы получаем все сведения, касаемые ОГЭ и ЕГЭ, по всем предметам, в том числе и по нашим предметам. На что стоит обратить внимание, и если мы анализируем, подводим итоги предыдущего учебного года, планируем, над чем нам стоит поработать в этом учебном году, то понятно, что в первую очередь мы разбираем с вами, уважаемые коллеги, задания второй части, ту часть, которую проверяют республиканская предметная комиссия, да, и та часть, которая дает определенный вес в балловом соотношении, которая позволяет преодолеть тот самый порог, а кому-то выполнить работу на отметку 4 и 5. В 2022 году наконец-таки нам удалось попробовать ту модель, которая, по сути дела, с 2020 года существовала. Она была представлена нашей общественности еще в 2019 году, в конце 2019 года, но ситуация с пандемией и отмена основного государственного экзамена в 2020 году, в 2021 году не дали возможность нам в полной мере попробовать эту новую модель, и вот этим летом 2022 года мы в полной мере испытали на себе, что значит эта новая модель. Да? 24 задания. Мы видим, что по сравнению с предыдущей моделью сократилось количество тестовых заданий, анализ на суждение примерно остался в таком же соотношении. Ну и видим, что появились новые задания, на которые стоит обратить внимание, где были допущены основные, типичные, то, что мы называем, ошибки, и с этим нам и с нынешними девятиклассниками стоит работать. Остановлюсь только на заданиях второй части, поскольку первая тестовая часть – это задание на анализ суждений, это тестовые вопросы. По сути дела, серьезных изменений не претерпели, и каким образом готовиться к этим тестовым заданиям, мы с вами прекрасно понимаем, что в кодификаторе у нас есть основной набор тем, и на основании этих тем, этих дидактических единиц мы с вами и отрабатываем. И в навигаторе подготовки в ОГЭ по каждому блоку тем есть ссылки, по которым мы можем
проверить, насколько тот или иной теоретический материал у нас усвоен. Поэтому здесь мы, конечно же, обращаемся к заданиям второй части, да. Обратите, пожалуйста, внимание, что очень долго мы ждали шкалу перевода, и только в феврале 2022 года мы получили шкалу перевода, мы увидели, что, по сути дела, тройку получить стало не так-то и просто, с учетом сокращения тестовых заданий в этом случае, да. Если посмотреть соотношение заданий, процентное соотношение и спецификаторы, здесь они представлены, скриншоты представлены, да, обратите внимание, с кратким ответом, какой процент заданий составляется, развернутым ответом, мы понимаем, что здесь увеличивается объем работы, объем подготовки, который, возможно, не был в полной мере осуществлен, либо наши учащиеся не в полной мере осознавая пошли на сдачу данного предмета, считая, что серьезных изменений нет и всем под силу сдать данный предмет. Если мы анализируем кодификатор, то по сравнению с моделью 2019 года, в 2022 и в том числе в 2023 году серьезных изменений у нас не произошло. Да, и опять же, для успешной подготовки нынешних девятиклассников, тех, кто неуспешно справился с этим заданием летом, дополнительные сроки, да, мы еще раз обращаемся к кодификатору для того, чтобы посмотреть, какие тематические разделы, блоки, дидактические единицы нам необходимо рассмотреть, нам необходимо изучить для того, чтобы успешно справиться с тестовой частью. То, что касается заданий с развернутым ответом, это вторая часть, условно мы ее называем, да, хотя уже с первого задания оно предлагается. В этом случае, пожалуйста, обратите внимание, задание первое, двухбалльное, где необходимо нам с вами, да, выпускникам, вернее, найти два соответствующих понятия и написать, раскрыть смысл любого из этих понятий. Если в демо-версии, в версиях открытого варианта у нас встречаются достаточно простого типа задания, это распределение на сферы подсистемы общества, и вроде как наши учащиеся это очень хорошо усваивают и понимают. Если мы анализируем те задания, которые были представлены летом, то там, конечно, произошло небольшое углубление, хотя несерьезное и вполне выполнимое для наших выпускников. Необходимо было определить форму политического участия, необходимо было определить и найти среди перечня формы правления, формы территориального или просто государственного устройства. Но, к сожалению, этот блок политика, хоть он изучался в 9 классе и в текущем году он таким образом изучался с выпускниками, которые в прошлом году закончили у нас 9 классов, они, к сожалению, с этим заданием не справились. Поэтому здесь стоит обратить внимание и проводить классификацию фактически на каждом уроке, попытаться эту тему разложить и сформулировать, наверное, больше, наверное, в схемах поработать со схемами. Да, я думаю, что это наша, в принципе, обычная работа. Для того, чтобы раскрывать смысл любого понятия, да, нам необходимо выделять ключевые признаки. И эти признаки уметь фиксировать, записывать. То есть в этом случае здесь задание, которое оценивается в 2 балла, ну, на 1 балл нам необходимо так или иначе определить и помочь нашим выпускникам справиться. Основные, если говорить типичные ошибки, что нет понимания того же самого, политический режим вызывал трудности, форма государственного устройства. Но самый, наверное, провальный из тех вариантов, которые мы проверяли, был на формы политического участия. Понятно, что здесь нет ни личного опыта участия в этих формах, ни общего представления, теоретическая составляющая. То, что касается практического, и там, где выпускник имеет социальный опыт, справляются намного легче. Но вот те вопросы, которые были реально представлены в текущем учебном году, они, конечно, заставили задуматься. И самое это тяжелое было, когда необходимо было сформулировать, раскрыть смысл одного из понятий. Вот там, когда вопросы форм политического участия очень тяжело шли для того, чтобы выпускники могли это сформулировать. Поэтому здесь, в первую очередь, нам необходимо обратить внимание на работу с понятиями, через признаки, родовую принадлежность, да, то есть это постепенная подготовка, по сути дела, к единому государственному экзамену, особенно в свете тех изменений, которые произошли в 18-м задании в этом году. Ну и кроме того, умение классифицировать.
объединять понятия, и я думаю, что в практику можно вводить в начале урока, на этапе закрепления материала, можно работу с классификацией тоже вводить для того, чтобы готовить к конкретно данному заданию. Задание номер 5, оно осталось в неизменном формате, это задание с изображением. Главная проблема, которая высветилась в этом году, это она заложена в самих критериях оценивания, на это стоит обратить внимание, что в этом задании представлено изображение и вопросы по этому изображению. И здесь и на апелляциях мы встречались с такой ситуацией, что апеллировали к этому заданию. Здесь еще раз нужно поработать с демоверсией и четко дать понятие, что первый вопрос, он основополагающий. Да, и вот на экране, на слайде вы видите, что выделено красной линией, что 0 баллов ставится в любой ситуации, если дан неправильный ответ на первый вопрос, либо ответа на первый вопрос в принципе нет. Если ответ на второй вопрос, либо третий вопрос там встречается, эти ответы присутствуют, но согласно критерию, по которому оценивают эксперты данное задание, мы сразу видим, что нет четкого конкретного ответа на первый вопрос в данном случае о виде экономической деятельности, то мы, к сожалению, этот ответ оценить не можем. Типичной ошибки этого года было представлено изображение, какую социальную роль выполняет. То есть там сидит класс, один учащийся поднимает руку. То есть социальная роль была обозначена неправильно, либо просто написан процесс учеба, а не ученик, учащийся, студент. Даже такое мы принимали, но, к сожалению, видно непонимание, что такое социальная роль. Либо другое изображение, которое тоже достаточно, на мой взгляд, было легким, изображены два человека в рабочей форме, которые обсуждают, да, и указано, какой вид деятельности они осуществляют. Да, и мы четко понимаем, что у нас есть основные 4 вида деятельности, трудовая деятельность в данном случае. Все остальные ответы с позиции обществоведческих наук мы, естественно, принять не можем. И в этой ситуации нужно четко объяснить, что первый вопрос, он основополагающий. Ответ на второй и третий вопрос, они достаточно легкие, там личный социальный опыт, учащиеся выполняют, но мы понимаем, что это сразу заведомо 0 баллов. Поэтому здесь, коллеги, да, нам необходимо с вами четко понимать, что первый вопрос, он главный. И вот типичная ошибка, что нет ответа на первый вопрос, либо он неправильный. И в данном случае у нас 0 баллов, таковы критерии. Критерии прошлого года и критерии этого года остаются такими же. Да, к слову сказать, что в основном государственном экзамене в этом году изменений просто-напросто нет. Задание номер 6. Казалось бы, задание настолько алгоритмизировано, простое. 2 вопроса, за каждый вопрос выпускник получает по 1 баллу. В данном случае на что стоит обратить внимание, какая типичная ошибка в большинстве работ, которые не получили либо максимальный балл, либо получили вообще 0 баллов. Во всех вопросах заданий, которые мы проверяли летом, стояла формулировка, в чем состоит опасность данной ситуации для личных финансов. В большинстве ответов мы получали ответ, что ситуация мошенничества. Да, мы понимаем, что 6-е задание на это ориентировано. Здесь в самом разном варианте как раз ситуация финансового мошенничества. Но не было прописано, и на апелляциях мы тоже это разъясняли нашим выпускникам, что не было прописано, а в чем состоит опасность. Опасность, что они могут потерять эти личные финансы, что их могут украсть. То есть вот этого не было. А что это мошенники? Ну, сама задача, само задание на это нацелено. Поэтому, к сожалению, такие варианты ответов мы не принимали. И статистика показывает, что те учащиеся, которые не прошли порог, либо прошли его на отметку 3, как раз не справлялись с этим вопросом. Поэтому здесь прошу обратить внимание, что для личных финансов не просто ситуация мошенничества, да, а что могут получить конфиденциальную информацию, ее использовать, с какой целью, чтобы украсть финансы, перечислить себе финансы, завладеть финансами, пожалуйста. Ну и ответ на второй вопрос, понятно, что самый простой способ не отвечать, не переводить, не сообщать информацию. Это вот, что называется, классика жанра ответа на этот второй вопрос.
И мы получали тоже очень удивительные и интересные ответы, где нарушена логика, что в задаче звучит, да, условие, что вам позвонили, и вы уже разговариваете, и ответ не брать трубку. Но в этой ситуации мы понимаем, что уже разговор идет, вы не можете не брать трубку, потому что в ситуации уже, да, вы разговариваете. Поэтому, конечно, для нас это нарушение логики ответа, поэтому этот ответ не принимается. Поэтому здесь внимательное изучение ситуации, четкое понимание, что опасность не просто ситуация мошенничества, а личные финансы, в чем здесь задействованы, да, и логика ответа на второй вопрос. То есть внимательно прочитать условия, повесить трубку можно было, да, не сообщать никаких данных, а прекратить разговор, обратиться, например, в свой банк, к официальному представителю. То есть разные ситуации, но по сути дела здесь мы приходим к одному. Не сообщить информацию, не потерять финансы и логику построить, как здесь нам поступить. Поэтому данное задание, да, мы ориентируем наших выпускников на эти два нюанса, и 2 балла, я думаю, что здесь максимально можно получить. Задание несложное, и оно типичное, по сути дела, своей. Максимальные сложности у нас возникли при работе с заданием 12. Это работа со статистикой. Мы привыкли, что у нас есть статистика, есть варианты ответов, нам нужно выбрать правильное суждение. Да, в этом случае мы говорим о том, что нам представлена статистика, которую нам необходимо проанализировать. И согласно заданию необходимо сформулировать вывод. Один вывод о сходстве позиций, а и один вывод о различии. На что здесь нужно обратить внимание, с чем не справились. Во-первых, при рассмотрении статистики мы четко должны видеть. Первый момент – это группы, какие группы представлены. Да? В данном случае мы можем видеть, что у нас есть группы разного возраста. Ну, как правило, статистика, там всегда 2 группы, вот все варианты, которые мы проверяли, все открытые варианты, которые мы анализируем. Как правило, 2, но максимум где-то встречаются, но вот то, что мы проверяли летом, было только 2 группы. Да, нужно понимать, что я сравниваю первую и вторую группу. Я нахожу, по какой позиции они сошлись. Ну, на изображении сходство, я думаю, что найти достаточно легко. Да, то есть одинаково находятся. И в чем они разошлись. То есть просто сформулировать вывод. При том, что если мы посмотрим пример ответов, которые у экспертов находятся, то здесь мы должны четко писать, что лица в возрасте от 31 до 45, лица в возрасте от 46 до 60 сошлись в том-то, либо схожи в том-то. Мы засчитывали, что, например, выпускник писал «сходство в позиции такой-то». Мы уже 1 балл за это ставили, потому что мы понимаем, что аналитическая работа проведена. Но здесь какая ситуация, какой подвох, и здесь мы, кстати, тоже это можем видеть, что может быть неочевидное сходство. В равной степени мы можем говорить, в большинстве своем, это ведь тоже сходство. И на это тоже нужно обратить внимание, что не всегда одинаковые столбцы мы можем встретить на статистике, на том условии задачи, которое мы встречаем. И в открытом банке заданий такие варианты тоже присутствуют. И мы должны нашим выпускникам говорить о том, что не всегда такая ситуация возможна. В равной степени мы можем использовать. Это ведь тоже сходство. В большинстве и та, и другая группа сходятся в большинстве своем. Да? Вот на это обратить внимание. Какие еще были ошибки? Ошибки были в том, что неправильно указывают проценты. Ну, то есть здесь мы видим четко, да, что примерно в районе 17-18 пишут 25%. Но это уже неправильно с нашей позиции вывод. То есть выпускник не демонстрирует умение читать статистические данные. Поэтому здесь, если содержится ошибка, вывод неправильный, поэтому мы его не засчитывали. То есть мы здесь видим, что балл можно получить за вывод о сходстве, 2 балл – вывод о различии. Ну и еще 2 балла у нас добавляются за то, что мы отвечаем на второй вопрос, да, мы высказываем предположение, почему такое может быть. Предположение может быть разной степени конкретизации. Да, но мы четко должны понимать, что оно как-то логично должно выстраиваться.
Понятно, что на некоторые запросы у выпускника просто не хватает опыта. Он не связан с этим. Это для него не вызывает интерес, но предположение в любом случае можно высказать. И были частые случаи, что мы засчитывали предположения, которые хотя бы в логике рассуждения есть. Поэтому этому тоже нужно учить. По каждой теме можно подобрать соответствующую статистику, и на этапе закрепления материала можно с этим работать. И как раз рассказать о том, что мы сравниваем, что значит группа, что значит позиция групп. И тут вот минимум 2 балла можно набрать. Это когда мы просто сделаем выводы, просто научим читать статистику. 3 балла можно спокойно получить, если выпускник сделал вывод о сходстве и сделал предположение. Это уже 3 балла, согласно критериям оценивания. Поэтому здесь при работе, да, мы должны тоже ориентировать наших выпускников и объективно говорить, какое количество баллов, исходя из сформированных знаний, умений, мы можем здесь заработать. И над этим заданием тоже стоит нам поработать и дать небольшие комментарии, разъяснения. Позиция, что такое группа, где это видно, как можно сравнить. То есть даже об этом, да, понятно, что это вроде как изучается на уроках математики, начиная с 6 класса, по сути дела, их учат читать, составлять, строить. Но поскольку это задание у нас есть, оно осталось, мы тоже должны с этим работать. Поэтому здесь есть смысл это обсудить. Да, то есть можно посмотреть критерии оценивания, то есть, ну, здесь не буду останавливаться, да, пример оформления, то есть все можно на сайте ФИПИ в демо-версии все посмотреть. Самое главное, когда мы работаем по подготовке, мы обязательно читаем критерии оценивания, потому что встречаются вопросы, что приходит ребенок на апелляцию, и вот мы фиксируем тот факт, что он с критериями первый раз знакомится. Не нужно их прятать, нужно их показывать, тем более, что он сам может их найти, просто сориентировать, где это искать. Да? Ну и последний блок здесь заданий – это задание по тексту. Задание, ну вот классического плана, на мой взгляд, никаких серьезных изменений здесь нет. Поэтому мы можем четко говорить, что задание 21, как было в модели 2019 года, так оно остается в модели 2023 года. Это задание на умение составлять план. Текст всегда подбирается соответствующим образом, что у нас есть какое-то ключевое понятие. И об этом понятии идет сперва, что это такое, какие функции, признаки, свойства. То есть сразу ориентировать, что данный терминологический ряд мы должны использовать, определить, о чем говорится, и потом уже выстраивать и понимать, что здесь дается определение, здесь даются признаки, функции, свойства даются. Начать через это и анализируя, и рассматривая тексты, которые были представлены у нас сейчас летом, то есть это вопросы культуры, это вопросы политики, понимания власти и политической власти как особенной власти, да, то есть анализируя, сравнивая, мы четко понимаем, что эти все тексты, они правда были представлены в открытом банке заданий, и для успешной подготовки можно брать и, опять же, работать с ними, как в урочное время, так и выходить на домашние задания. То есть в этом случае никакой сложности нет. Понятно, что это задание повышенного уровня сложности, которое требует умений. Но эти же умения у них формируются на уроках русского языка, на уроках литературы. То есть такая форма работы для них не новая, для наших выпускников не новая. Стоит только лишь актуализировать и, опять же, посмотреть, обсудить критерии, за что он может получить 1 балл, за что получить 2 балла. Задание 22 максимально простое, нужно ориентировать, что за это задание 2 балла мы должны получать. Это задание базового уровня, требует умения найти нужную информацию в тексте. Ничего своего, только в тексте. При этом типичные ошибки, что мы не видим количество требуемых элементов. Да, например, обратите внимание, что первый вопрос, он однозначный, и из текста мы берем. Второй вопрос требует от нас указания 2 качеств. Если указывается одно только качество, то этот элемент ответа не засчитывается и сразу минус 1 балл мы получаем как итог. Ну и третий вопрос, да, тоже посмотрите. 2 причины. Указана одна причина, значит, элемент ответа не засчитывается. И в таком случае, если только один из 3 вопросов полностью расписан, это 0 баллов.
2 полностью вопроса, любых, неважно, это второй, третий, первый, второй, это 1 балл. То есть здесь система оценит достаточно простая, и здесь единственное, да, на что стоит обратить внимание, это на указание количества элементов. Типичная ошибка и в ЕГЭ в 17 задании, когда нужно выписать просто-напросто нужный фрагмент текста и найти то количество элементов, которое есть. Но можно тут сориентировать, что очень часто выпускники наши ленятся, на середине предложения останавливают, выписывать его, считают, что все написали, а вторая часть оказывается более важной и значимой в ответе, поэтому за неполный элемент ответа мы тоже, договариваясь во время проверки, обсуждая это все с экспертами, мы, к сожалению, тоже засчитать не можем в этом случае. 23-е задание. Задание на умение приводить примеры, да, то есть оценивается оно сегодня в 3 балла, да, задание, как и 24-го, высокого уровня сложности. Здесь типичная ошибка – непонимание того, что такое пример. Пример – это иллюстрация, которую эксперт, читая, должен четко представлять себе картинку, ну или хотя бы намек на эту картинку должен рисоваться. Если этого нет, к сожалению, да, мы констатируем, что составлять примеры, приводить примеры – это сложная задача. И нужно учить форму составления примеров, определять ее в этом случае. Поэтому здесь нам необходимо с вами, коллеги, внимательно поработать, посмотреть, как эти примеры формулируются. Понятно, что есть формулировка разная степень конкретизации, но в любом случае пример – это иллюстрация. И эксперт, да, должен понимать, что вы иллюстрируете в этом случае. Да? То есть здесь с этим поработать. Ну и 24-е задание требует от выпускников умения приводить аргументы, объяснять то или иное явление, как оно связано, насколько это согласуется. Здесь на что обратить внимание, в 24-м задании часто встречается такая ситуация, что задается вопрос, и выпускнику нужно согласиться, либо опровергнуть. И в критериях в таком случае на 2 балла мы видим, что обязательно четко выражена позиция согласия и приведены 2 аргумента. Либо позиция несогласия, но это должно быть прописано. То есть в таком случае это требование критериев, от которых эксперт, к сожалению, да, желая помочь выпускнику, отойти не может. Поэтому здесь мы на это обращаем внимание. Была такая ситуация у нас в этом году на апелляции, что выпускник привел позицию согласия и хороший аргумент, и несогласия и хороший аргумент, но он не выполнил условия задания. И поэтому в этой ситуации мы оценили и отстаивали эту позицию, что здесь должен быть только 1 балл, потому что не выполнено условие. В условии четко прописано. Соглашаетесь, приведите 2 аргумента объяснения. Не соглашаетесь, приведите 2 аргумента объяснения. То есть быть там и там – это очень хорошее, нужное, важное умение, которым владеет. И мы согласились, что аргументы добротные, хорошие. Но, к сожалению, мы смотрим еще и на выполнение условий. Условия четко прописаны. Либо соглашаемся, либо не соглашаемся. Поэтому здесь, уважаемые коллеги, понятно, что 23-е, 24-е задание, они задания высокого уровня сложности. Понятно, что они созданы для дифференциации наших выпускников. И, скорее всего, они ориентированы на тех, кто планирует и выполняет работу на отметку 4 и 5. Но, так или иначе, и для наших выпускников, для всех, мы должны эту разъяснительную работу провести. По ОГЭ. Те задания, которые мы с вами обсуждаем, поскольку нет особо изменений, да, все у нас остается прежнее, да, основные типичные ошибки были названы, поэтому здесь позволю себе на этом закончить. Если будут возникать вопросы, можно их писать в чат, а мы с вами тогда приступим к единому государственному экзамену. В этом случае, говоря о едином государственном экзамене, опять же, модель, проект, какие ОГЭ вариант у нас находится на сайте ФИПИ. Да?
Претерпел незначительные изменения. С одной стороны, комментарии достаточно полезные, важные, то, с чем эксперты на проверке столкнулись, и то, что у нас вызывало сомнения. Какие-то изменения в пользу ученика, какие-то изменения, может быть, выпускники наши расценят не в свою пользу. Но давайте разбираться. Да, мы говорим о том, что до 30 сентября 2022 года это еще называется проект, да, то есть он еще не утвержденный. Утверждения будут происходить, и итоговый вариант демоверсии, который не будет изменен и на который нам нужно будет ориентироваться при подготовке выпускников 11 класса, да, мы увидим в октябре, наверное, середина октября стоит зайти на сайт ФИПИ для того, чтобы посмотреть, что же там изменилось, либо этот проект был просто утвержден. Если вы считаете и вы готовы к комментариям данного проекта демоверсии, то указан адрес электронной почты, где с радостью ваши предложения, комментарии, может быть, какое-то ваше собственное видение вы можете увидеть. Да? Основные изменения по 4 позициям, которые у нас произошли, и опять же в комментариях, да, на сайте ФИПИ эти все изменения представлены. Да, ну, по ходу дела. Понятно, что я тоже обращу внимание на вторую часть. Первая тестовая часть у нас не изменилась, за исключением только снижения тестового балла за эту часть. На задание номер 3, если в прошлом году оценивалось в 2 балла, теперь оценивается в 1 балл. То есть вот это в тестовой части единственное изменение, которое произошло. Остальные изменения у нас касаются заданий второй части, открытого варианта, который предметная комиссия республиканская у нас и проверяет. Задание третье, если о нем говорить, да, то есть, опять же, да, при подготовке понятно, что мы не только демоверсию читаем, не только сами задания, но и критерии. Мы еще, конечно, обращаемся и к кодификатору, где прописаны все дидактические единицы. Но и что самое важное, на что мы обращаем внимание, да, спецификация у нас есть. Те нормативно-правовые акты, которые необходимо нам включить в курс преподавания обществознания, на который стоит обратить внимание. Этот краткий перечень нормативно-правовых актов, появившийся пару лет назад, он не меняется. То есть это для нас уже не новость. В спецификации у нас четко прописано, какие нормативно-правовые акты нам необходимо знать, и выпускникам с ними поработать в рамках урочного времени, чтобы не возникало вопросов уже на самом экзамене. Понятно, что кроме Конституции это основные кодексы в рамках изучения раздела права, либо отдельно предмета. Но и обратите внимание, что для нас это удобно. Разложение каждого кодекса, включая Конституцию, на что стоит обратить внимание. Какие статьи, пункты, главы нам обязательно нужно рассмотреть. И при проведении работы со стороны федерального центра, Татьяна Евгеньевна Лескова, когда выступает, она всегда делает акценты на этих документах, что это есть, это пользуйтесь, пожалуйста, используйте в своей работе, включите в свою работу данный документ. Да? Ну, теперь то, что касается у нас изменений. Третье задание, пример его, да, то есть вместо 2 баллов 1 балл. Ну, наверное, это логично, поскольку здесь нет суждений, открытого количества вариантов ответа задания, просто на распределение. Ну, при том, что это задание из первого блока «Человек и общество», достаточно легко, успешно с ним всегда справляются. Поэтому в этом, наверное, стояла логика уменьшения тестового балла. Вместо 2 баллов теперь 1 балл у нас встречается здесь. Ну, теперь задание второй части. Классика, опять же, у нас остается длительное время неизменная. Это работа с текстом. То есть первая часть заданий с 17 по 20 задание – это работа с текстом. Пойдем по порядку. Задание 17, как и задание 22 ОГЭ, требует от выпускника умения работать с текстом. То есть здесь нужно ответить на вопросы, ответы которых представлены в явном виде в тексте. Главная ошибка, и за что выпускник не получал за это базовое задание 2 баллов, это то, что не дописывали предложение. Мы с вами видим, что здесь, в отличие от истории, да, мы видим, что там излишнее цитирование может наказываться баллом.
Здесь этого нет. Понятно, что мы не говорим, перепишите весь текст, вам найдут. Эти 2 балла вам поставят. Но уметь определить, что эта ключевая мысль содержится, ну, во всяком случае, что целиком предложение перепишите, да, вот на этом традиционно наша ошибка, которую мы из года в год проговариваем, определяем, на апелляциях объясняем, потому что в этой части содержалось важное. А вы начало записали, поставили троеточие. Мы перестали практически встречать, но в 1-2 работ в этом году было. Ответ на первый вопрос, пункт 2, предложение 2. Ну, уважаемые коллеги, мы понимаем, что такое мы не засчитаем. Да, мы засчитаем то, что выпускник переписал. Но есть время на это и с этим поработать. И 2 балла мы должны здесь иметь. Но статистика показывает, что не 100% с этим заданием справляются. То есть нам есть с чем работать. И отсюда необходимость включения работы с текстом. Текстом параграфа, каким-то обществоведческим текстом, нормативно-правовой акт, да, включаем в работу для того, чтобы избежать данных ошибок. Задание 18, оно в этом году у нас поменялось. Если в прошлом году от нас требовалось сформулировать, раскрыть смысл того или иного понятия, которое используется в тексте, но не дается его определение, то в этом году задание 2-бальное, но 2 вопроса. Да, обратите, пожалуйста, внимание. Первый вопрос – это укажите не менее 3 основных признаков того или иного понятия, которое используется в тексте. И здесь, коллеги, читая критерии, понятно, что еще хотелось бы комментариев федеральных, но пока мы работаем только с критериями, мы видим, что в критериях по правовой норме, например, да, обратите внимание в скобочках, что можно привести любые 3, но 2 первых должны быть указаны обязательно. То есть хотелось бы, конечно, какого-то разъяснения, еще примеров каких-то подобных заданий, вот насколько действительно, какие из признаков будут обязательными, какие факультативными в этом случае. Понятно, что особенность правовой нормы, мы все это понимаем, что это единственная норма, которая устанавливается, санкционируется государством, и поэтому обеспечиваться мерами государственного принуждения, да, что вот без этих 2 норм, если бы мы проверяли с вами эту работу, мы не должны были засчитать ответ. То есть, возможно, в окончательном варианте появятся какие-то разъяснения, да, но вот пока мы видим то, что видим, мы читаем с вами все одинаково, что какие-то все-таки признаки будут определяющие. Понятно, что общая обязательность, формальная определенность и другие признаки, они не менее важны, они определяют особенность правовой нормы, но вот такие указания наталкивают на определенные мысли, поэтому при работе с понятиями, да, мы давайте еще раз обратим внимание на то, как эти понятия представлены в учебниках федерального перечня, и попробуем даже в работе с определениями, в работе при составлении этого понятия, попытаться определить, какие значимые признаки, потому что это требует наше задание. Если раньше мы из признаков составляли определение, смысл понятия, то теперь из определения мы вытаскиваем эти признаки. То есть, по сути дела, вот такая работа, она необходима для того, чтобы получить заветный балл по этому вопросу. Но и второй вопрос здесь, обратите внимание, что вопрос на основании текста. Опять же, да, мы видим, что указываются, да, объясните связь названных автором элементов системы права. Да? Объяснение должно быть в соответствии с теми элементами, которые даются в тексте. То есть мы понимаем логически, что будет привязка к тексту, какие-то элементы, признаки, свойства названы, их нужно связать. В данном случае элементами права, как мы видим из первого абзаца, отрасль права и правовая норма. То есть выпускник, отвечая на второй вопрос этого задания, должен эти элементы найти и объяснить. То есть здесь работа с текстом плюс собственная аргументация. То есть, по сути дела, такого типа задания у нас были в предыдущем модели, что, используя текст, объясните сами. Да, и обратите внимание, что обязательно, да, на основании этих элементов, которые в тексте называются. Ну и понятно, что система оценивания, любой правильный ответ из этих 2 вопросов, один ответ 1 балл, 2 правильных ответа – это 2 балла в этом случае.
Задание 19 по сравнению с прошлым годом оно не изменилось. Задание, которое требует от выпускника умения приводить пример. При том, что обратите внимание, что логика тех заданий 19 и 20, которая в прошлом году была введена, 19 задание максимальная конкретизация, 20 задание обобщение. То есть вот такая логика, которая из уст Татьяны Евгеньевны Лесковой звучала, эту логику мы в этом году продолжаем. То есть 19 задание. Конкретизируем то, что нас просят, обязательно учим читать наших выпускников то, что дается в скобках. Опыт показал, что мы в скобках даже не читаем. И читаем только, когда приходим на апелляцию. К сожалению, это так. В скобках форма ответа. Коллеги, мы учим не только знания приобретаем, умения формируем, да, мы еще соблюдаем форму ответа. И вот над этой формой ответа тоже предлагаю подумать, поработать. В этом случае это трудно, тяжело, но для максимального результата это тоже на это нужно уделить время. Да, как этот ответ должен выглядеть, в виде чего. И вот в скобочках в 19 задании чаще всего дается форма ответа. Ничего не нужно изобретать, только впишите себя, свои знания в эту форму ответа. Ну и понятно, что за что ставится 3 балла, 2 балла, 1 балл. Мы помним, что с прошлого года, и это ничего не изменилось, у нас вводится определенное ограничение по количеству примеров. Это для экспертов это хорошая вещь, потому что писали по 20 примеров, найди правильный. Сейчас за приведение дополнительного примера, если есть ошибка, мы видим, что это приводит к снижению балла. Если дополнительный приведен 4-й, 5-й примеры, они правильны, это не приводит к снижению балла, да, мы считаем количество. Если приводится 4-й ошибочный, 5-й ошибочный, то согласно указаниям по оцениванию, да, мы видим таких примеров 2 или более, то за ответ выставляется 0 баллов. Поэтому здесь, коллеги, предлагаю вот с этими указаниями тоже проработать. Обратить на это особое внимание, что уже 2-й год. И в прошлом году по анализу работ мы видим, что действительно работа была проведена. Количество примеров, правда, сократилось. И объем работ стал меньше. Понятно, что ушло мини-сочинение, но кроме того мы фиксируем тот факт, что действительно количество ответов стало то, которое требуется. За это огромное спасибо коллегам, который готовил, который внимательно прочитал вместе с нашими выпускниками и смог их сориентировать в этих изменяющихся условиях. Задание 20. Максимальное обобщение. Да, то есть здесь высказать суждение по поводу. Здесь не нужна конкретизация, здесь нужно умение обобщать полученный материал. Ну и критерии указания те же самые. Дополнительно с ошибкой на 1 балл ниже. 2 более с ошибкой, 0 баллов сразу. Поэтому здесь учим, организуем процесс таким образом, чтобы четко было понимание. Да, чтобы не на апелляциях об этом говорить, а говорить уже при подготовке. 21 задание, на мой взгляд, задание просто великолепное, оно не претерпело изменений. Здесь типичная ошибка, что даже в задании указано, что меняется, что предложение меняется. В ответе мы читаем спрос. То есть уже ошибка, да, невнимательно. Не нужно запоминать, что эти буковки S или D, что они обозначают. В самом задании все это написано. Но выпускники, к сожалению, да, вот, та группа, которая в районе там, чуть выше проходного балла, да, мы можем констатировать тот факт, что она действительно путается с предложением, спросом, хотя в вопросе все предельно понятно. Главная ошибка и главная трудность – это ответ на второй вопрос. Да? Когда нужно указать обстоятельства, что могло привести к изменению, в данном случае предложения. Самое важное, что не ценовые факторы мы все выучили, это просто превосходно. Но мы забыли, что в условии прям и у выпускников подчеркнуто было применительно к рынку, указанному в тексте задания. То есть здесь необходимо в ответе, в объяснении указать, что это рынок в данном случае легковых автомобилей,
Неценовые факторы к этому приводить предложения. Понятно, что они, если предложения, эти неценовые факторы могут быть классические. Увеличилось количество фирм в данном случае, да? Но каких фирм тогда? Вот на это стоит обратить внимание, что рынок нужно указать и с этим рынком составить. Ответ на третий вопрос. Возникали сложности, что здесь должен быть однозначный ответ. Если увеличилось, то увеличилось, уменьшилось, то уменьшилось. Как и ответ на первый вопрос. Что мы читали? Что сперва предложение увеличивается, потом уменьшается. Да, ну, мы четко понимаем, что однозначно. Вопрос 1 и 3 однозначны. Либо вверх, либо вниз. Либо увеличилось, либо уменьшилось. Да, то есть на это обратите внимание. В указаниях по оцениванию это тоже есть. Задание 22, оно базового плана. Задание 22 всегда хорошо дается нашим выпускникам. Главная загвоздка, которая в этом году высветилась, трудности возникли при необходимости указать 3 естественные науки. Как это ни парадоксально, писали обществознание, что это, во-первых, наука, а еще и естественная. Да, то есть вроде как все понятно, логично, правильно все рассуждают, но вот это самая типичная ошибка, которую эксперты у нас зафиксировали. При проверке, да, возникают сложности, когда необходимо было самый сложный вопрос, который мало кто с ним справился в этом задании, это роль образования в формировании мировоззрения. Вот с этим вопросом тяжело пошло. Да, то есть, поскольку здесь выход на результат, они описывают ситуацию, но здесь мировоззрение, да, как ценностные установки, которые определяют наше поведение. И в этом случае результата не было. Да, мы помним, что когда говорим про мировоззрение, особенно про социализацию, всегда мы выходим на какой-то результат, какое-то изменение. Вот этого изменения, к сожалению, в рассуждениях, в ответе на один из вопросов мы не находили. И поэтому здесь происходило снижение баллов. Вот такие 2 ошибки, которые чаще всего встречались. Оценивать задание максимально просто. Каждый вопрос – это 1 балл. То есть здесь выпускник сам может себя контролировать. При том, что задачи несложные были представлены. В целом мы констатируем, что в этом году средний тестовый балл вырос. Да, конечно, у нас нет 100-бальников уже который год подряд, да, но тестовый балл у нас вырос. Задание 23. Конституция Российской Федерации. Здесь 2 модели. Либо дается ситуация, например, социально-ценностная конституция. Приведите аргументацию. Либо конкретно нужно расписать, что Россия это, там, допустим, федеративное устройство, это означает, да, республиканская форма правления, социальное государство. В данном случае, да, мы понимаем, что всего 3 суждения мы используем и говорим об этом, да, что сверхтребуемо это может привести к снижению балла, при том, что в этой ситуации максимальное снижение баллов. И конкретизация, конечно. Указание статей. Встречались варианты, где были прям указаны статьи. Но, уважаемые коллеги, мы понимаем, неправильное указание статьи – это уже ошибка. И здесь в задании самом мы пишем, что нам пишут, что не требуют указания номеров статей. На апелляции встретилась, долго разбирались с этим заданием в одной работе, когда была представлена ситуация, что ребенок просто пишет, что наше государство – это республика. Да, то есть в чем проявляется, то есть не подкрепляет, где это. Либо что органы власти избираются. Пишет ребенок и не понимает, почему здесь балла не стоит. Ну да, у нас не все органы власти избираются, другие способы формирования органов власти есть. То есть где-то нужно конкретизировать, четко понимая, что нормы Конституции. Да, и поэтому тут тоже долго пришлось доказывать и ребенку, и родителю пришлось доказывать, где здесь ошибка, что не так. Да? Поэтому здесь максимальная работа с Конституцией нам позволяет это время работы. Да, вот, ну, и видели спецификации, что фактически вся Конституция должна быть изучена. Это конкретное задание. Последние 2 задания, они комплексные. 24-е задание классика жанра уже для нас ставшая, это составить план. С планом в этом году справлялись. Планы были достаточно легкие, политическая система, очень хорошо ребята справлялись с планом. Единственное, что корректность формулировок иногда подводила.
в данном случае, что писали лишнее, там, допустим, да, неправильную функцию политической системы, неправильную подсистемный элемент политической системы писали. То есть, но в целом планы научились писать, и это радует. Да, что видят, что он сложный план, из чего должен состоять, сколько пунктов. Да, и единственный нюанс, который, опять же, не до конца рассмотрен нами, наверное, да, вот то, что, опять же, написано в скобочках, что если я детализирую пункт плана, пусть он даже не обязательный, я раскрыл 2 обязательных, не менее 3 подпунктов, начинаю детализировать 4 и раскрыл только 2 подпункта. Я уже не выполняю задание, поэтому максимального балла я не получу. Я вместо 3.1 получу только 2.0, потому что я не читаю условия, что каждый подпункт, который вы решили раскрывать, должен быть раскрыт в подпунктах не менее 3, за исключением случаев. Да, например, что социальный контроль только 2 пункта там может быть. Да, вот классический пример. Но чаще всего подбираются такие наименования планов, чтобы там не менее 3 можно было раскрыть. Поэтому здесь основная ошибка – это снижение балла по корректности. Очень часто происходит это снижение. Неправильно указывают функцию, свойство, признак, да? Либо не попадают в обязательные пункты плана, либо вообще пишут простой план. Простой план – это сразу 0. То есть выпускник не знает отличия простого от сложного плана. Ну и 25-е задание вызвало максимальную сложность при проверке, ну, наверное, максимальную сложность при подготовке. Да, мы видим, что задание – это единственное задание, которое не дает примерного вектора ответа. Здесь написано, что мы должны засчитывать. Так было в прошлом году, так осталось и в этом году. Здесь мы говорим, что это замена альтернативного задания мини-сочинения. Поэтому здесь обоснование самое разное может быть. На что стоит обратить внимание? Да, во-первых, какие изменения в этом году? Четко прописано, и вот мы пришли с экспертами к выводу о том, что обоснование очень тяжело составить в одном предложении. И вот мы получаем, что ответ, вопрос номер 1, да, посмотрите, в нескольких связанных между собой распространенных предложениях. Прям вот на это стоит сделать акцент. Если в прошлом году, возможно, было одно предложение, но тяжело в одном предложении обосновать. Это логика, это несколько предложений, поэтому здесь мы это увидели. Да? Дальше на что обращаю внимание. Когда нас просят привести примеры, мы настолько научили наших выпускников делать модели, что когда в задании встретилось «приведите примеры там, функции», назовите 3 функции государства было, и приведите соответствующие примеры для Российской Федерации. И мы читаем «в государстве Z». Да, то есть это уже не выполнение задания, поэтому здесь происходило снижение баллов в этом случае. Что здесь? На что здесь обратить внимание при подготовке? Первый нюанс. Это распространенные предложения, обоснования в нескольких предложениях. И мы видим, за это можно получить 2 балла. Оценивание ответа в этом году расписали. По каждому вопросу отдельный балл ставится. Это очень хорошо. Это позволит четко понимать, за что поставлены или не поставлены баллы. В прошлом году просто сумма 4 балла, и потом пойми, за что тебе поставили. Да? Для нас хорошо и в сторону ученика, что раньше нужно было по накопительные элементы ответа. Теперь за каждый элемент ответа оценивается своим баллом. И если он отвечает просто, например, пишет в данном случае, какие 3 политические партии действуют в Российской Федерации, он уже получает 1 балл. В прошлом году он бы получил за это 0 баллов. Ну и третий вопрос, да, это приведение примеров. Обращаем внимание на форму. Опять же, да, в какой форме должно быть это приведено. Ну и за каждый пример отдельный балл. То есть это задание с позиции оценивания стало проще. За это задание плюс 2 балла мы получаем, увеличено количество баллов. И это задание максимально позволяет оценить, и в раскладке выпускник, когда получит свои результаты, он может четко увидеть, что ему засчитали, что не засчитали. Потому что на апелляциях приходилось объяснить. Вот 2 балла за что? Закономерный вопрос. Тут все четко понятно. По каждой позиции свои баллы.
расставлен. То есть таким образом мы видим, что произошли несущественные изменения. Еще раз обращаю ваше внимание, что если у вас есть какие-то вопросы, есть какие-то рекомендации, пожелания, может быть, вы что-то хотите уточнить, да, вот общественно-профессиональное обсуждение до 30 сентября. Можете написать, Анна Евгеньевна Лескова, я так думаю, что своей командой обрабатывает все эти вопросы, и вы можете поработать. На что стоит обратить внимание, каждый год со стороны федералов нам рекламируют навигатор самостоятельной подготовки по всем предметам: ЕГЭ, ОГЭ, история, обществознание. Здесь очень хорошие подборки, например, по обществознанию, по всем блокам. Указаны позиции кодификатора, указаны основные понятия, основные умения, указаны параграфы федерального перечня учебника, каждому разделу, в каком учебнике что почитать. Но самое важное, сразу даны ссылки. Вот все в одном документе. В данном случае 5 документов, которые можно предоставить нашим выпускникам текущего года, объяснить, как они могут самостоятельно готовиться и как они могут добиться успешного результата. Уважаемые коллеги, у меня на этом все. Если есть какие-то вопросы, можно написать в чат. Если коллеги у нас присутствуют здесь и хотят задать вопрос, тоже можете задать. Постараюсь ответить. Угу. Если вопросов нет и вопросы появятся, то есть в чате я еще какое-то время буду. Всех благодарю за внимание. Всем спасибо. До свидания.